Так, ребята, всем привет! Сегодня я вам хочу немножко рассказать об автохимии, конкретно о волшебной присадочке. Называется она Valena SV. Это у нас концентрат, я его покупаю вот в таких банках. Одна баночка стоит в районе 6000 рублей. В общем, что же это за присадка такая, я вам сейчас расскажу. Заливается она после замены масла. Вот сейчас конкретно я сделал промывку двигателя профилактическую, махнул масло. Вот видно, да, что масло свежее абсолютно. Залил я сюда сейчас Гульф Вестерна. В свой этот Харьер у меня здесь Гульф. В Лексуса заливаю Моли Грина премиум. Ну так вот, Valena SV это такая присадка, которая продлевает жизнь двигателям. То есть, по сути, это защита от износа. У меня пробег у двигателя уже где-то 58 тысяч километров, но, тем не менее, я вот начал уже заливать вот такую штуку. Почему? Потому что я хочу, чтобы двигатель этот очень долго ходил. Вот. То есть, я к машинам отношусь более трепетно, так скажем. Не просто как средство передвижения, а более чему-то, наверное, все-таки как к роскоши, да? Ну и вообще, они меня, конечно, и по передвижению выручают. Вот, допустим, я на все свои машины, они меня никогда не подводят, потому что, ну, я к ним так вот отношусь. И причем у меня были разные автомобили, и был у меня и Прадик 95 старый, и проходил свой путь от Марка Самурая, 2.5 мотор был GZ тоже. И, в принципе, во все, ну, начал Валену я заливать, когда у меня появился в обиходе Lexus LX 470. Вот, ну, это тот же самый крузак сотый. Был он у меня где-то примерно лет 7 назад. Вот тогда вот появилась вот эта вот присадочка. Я начал в свой УЗ заливать и удивился, как работает двигатель на самом деле. Он начал работать намного мягче. Двигатель никакого нагара, никогда никаких отложений на нем не было в принципе. Но задача егошняя конкретно сделать нулевое сопротивление, когда поршень работает внутри гильзы. То есть практически, помните, да, такие вот масла типа Бардаль и все вот это вот рекламировали когда-то. Так вот, Бардаль примерно основан на такой же присадке, похожей. Ну, только это иностранная присадка, но в принципе технология практически та же самая, я думаю, похожая. Когда машинку вот это вот сопротивление, подкидывали туда масло, нагружали там кучу гирек, да, и она как бы дальше трется. Вот это вот из той же серии, в принципе, штука. Но Valena SV это не просто создает нулевое сопротивление трения, то есть трения практически нету, да, в двигателе. Эта штука, она делает еще и как бы он является кондиционер металлов, я так понимаю. И здесь вот конкретно все написано, что это такое. Вот написано: высокая эффективность Valena SV подтверждена лабораторными испытаниями в МГТУ имени Баумана, Московской автомеханической институте, а также многочисленными эксплуатационными испытаниями. То есть это российское средство, которое в принципе в МГТУ имени Баумана разрабатывалось. Принцип работы Valena SV полностью научно доказан ведущими специалистами научно-исследовательских институтов Федерации. Так, все наши продукты основаны на научных открытиях выдающихся ученого профессора, академика Российской инженерной академии Дмитрия Николаевича Гаркунова, являющийся ведущим специалистом нашей компании. Вот так вот. То есть эта штука реально научная. Вот их сайт valenasv.com. Это как его разбавлять. На 1 литр масла примерно надо потратить, вот так вот сделаю, на 1 литр масла 10 миллиграмм. То есть в хорька у меня заходит 4,5 литра масла. Значит, я в него лью где-то примерно 60 миллиграмм валены. Вот. Принцип работы здесь есть. Так, ну, в принципе, как бы на это можно все в этом почитать. На сайте, как принцип работы. Вот, способ применения: встряхнуть содержимое упаковки в течение 30 минут. Так,
секунд, смешать масло с концентратом, ну и как бы и погнали. То есть, по сути, его лучше заливать на горячий прогретый мотор. Мотор прогревается, масло до рабочей температуры, потом заливаем валену туда, 60 кубиков. И опять же заводим его, и на оборотах 15 минут где-то его примерно вот так вот мы его, чтобы поработал мотор, в общем, чтобы эта штука смешалась хорошо с маслом. Внутри фазовращатель и все остальное, как миксер, его просто смешают. И в принципе эта штука делает даже из не очень хорошего масла очень качественное масло. Вот так вот можно так сказать. Ну, масло у нас хорошее, Гульф, но тем не менее я делаю его еще лучше с помощью валены СВ. И мотора всегда ходят, прям работают без всяких шумов. Фазовращатели лучше работают, мягче все начинает работать. Поэтому вот такую штуку можно применять. Также я вам скажу, что это концентрат универсальный. Его можно не только в двигателя заливать, но и в коробки, в редуктора и во все, что связано с шестеренками, с трущимися деталями металлическими. То есть эта штука создает хорошую масляную пленку. И за счет этого у вас износ металлов, он происходит намного медленнее. Поэтому тачки-то на такой штуке будут ходить очень долго. То есть ресурсов они ему добавляют, порядком так. Поэтому в свои машины я заливаю эту штуку как в коробки, как в редуктора, как в двигатель. Вот сейчас конкретно буду заливать двигатель. Покажу вам, как я это делаю. Вот мотор прогретый. Просто беру, заливаю горловину. Я с маслом не мешаю ее, как тут написано. Я просто беру в горловину и заливаю. Вот. Концентрат он вот такой вот является темно-зеленым. Просто его беру вот сюда вот и добавляю. Все. Концентрат пошел в масло. Все. Теперь задача двигатель завести, поработать на холостых 15 минут. И вот эта вот партия концентрата 60 кубиков будет ходить у меня 5000 километров. То есть на 5000 километров я защитил свой двигатель от износа. Вот этой банки хватит очень надолго. То есть здесь сколько? У меня 60 кубиков на мотор уходит. А здесь, сколько тут миллиграмм-то, что-то не пойму. Тут много, короче. Поэтому тут хватит на очень много циклов. Что-то не могу найти, где написано, сколько здесь. 0,5 походу, что ли. Короче, нормально. Все. Теперь можно заводить движок. Поработает. Двигатель я защитил. В Lexus точно такую же процедуру делаю. И уверен, что все будет с ними в порядке. Так что, ребята, вот такой вот лайфхак. Кому надо, приезжайте. Эту штуку могу вам тоже на постоянку начинать обрабатывать автомобиль. Кто дорожит своим автомобилем, кто хочет, чтобы мотор ходил очень долго, обязательно делайте профилактики. Не только там форсунок, да, но профилактику надо делать еще и вот такую. Профилактику надо делать, чистку масляной системы, как я сегодня сделал с помощью 109-ки. Ну и вот, в принципе, все, что хотел сказать. Так что, ребята, пользуйтесь. Автохимия у нас сейчас очень крутая. Тем более, что это российская автохимия. У нас в России очень сильные химики на самом деле. Вот все, что связано с автомобилями, могу сказать, что нет. Наши не умеют делать автомобили. Но все, что связано с оборонкой, с военкой и с химией, тут наши, в принципе, нормально все. Наши ученые очень даже грамотные. Вот эта штука, она по сути была, я думаю, что эта штука была в свое время взята с вооружения. В общем, эта штука с военных технологий. То есть раньше, в 80-х годах или в каких-то 60-х, примерно я помню, что читал, была такая присадка, ресурс называлась. И этот ресурс
добавляли в танки, чтобы танки проработали какое-то времени. Ну, то есть у них нету, допустим, компрессии, нету чего-то, да. И уже произошел жесткий износ цилиндров, короче, вот, поршневой группы. Так вот, заливали вот такую банку в танк, и он дальше шлепал. Ну, конечно, он недолго ездил на присадках, но, тем не менее, боевую задачу он выполнить мог. В принципе, вот как-то так могу сказать про вот такие вот присадки, наши компоненты для автомобилей. То есть масло, в принципе, само по себе, которое вот приходит у нас и Idemitsu, и все, что остальное, там можно взять равинол, молигрины, что там еще у нас, там FQ и все остальное. Масло, которое действительно качественное, оно имеет как раз-таки пакет вот таких присадок. Пакет — это значит, ну там есть кондиционеры металлов, есть там различные антикоррозийные присадки, ну, то есть смазывающие присадки. И все это как бы оно как раз-таки вот в таком концентрате-то и есть. Мешается в свое время в какой-нибудь цистерне, а потом разливается по бочкам и по тарам. То есть сколько-то базового масла и сколько-то вот такой присадки. И получается у вас качественное масло. И чем качественную присадку производитель масла добавляет, тем качественнее получается продукт на выходе. Это конкретно могу сказать, что вот такие масла, как, допустим, равинол, оно является европейским маслом, и оно по сути рассчитано для европейских автомобилей, но оно имеет пакет присадок именно для автомобилей европейского класса. У них свои металлы применяются, все свое, и рассчитано оно конкретно под европейские автомобили. Вот. А вот эта универсальная штука, которая пойдет и под японские, и под китайские, и под любые автомобили, можно его спокойно заливать и не бояться, что что-то произойдет, а наоборот сделает двигатель ваш намного производительнее, бесшумнее и лучше. Так что, ребята, как бы пользуйтесь автохимией. Все, ставьте лайк.